магазине есть такой удобный диванчик. Можно посидеть, отдохнуть, отдышаться, подумать еще насчет калибра, насчет выбора, попить чайку, успокоиться и еще второй заход делать. Ребята, всем привет! Сегодня 5 октября. Я приехал на новый оружейный салон, который открылся недавно. Называется Охотный двор. Она находится в городе Якутске. Сотрудник магазина подробности расскажет, что почем. Добрый день, я сотрудник магазина Охотный двор оружейный салон, и я бы хотел вам рассказать о том, какой ассортимент имеется в нашем магазине. У нас в магазине представлен ассортимент как турецких, так и итальянских ружей, так и российских. То есть есть и карабины нарезные, есть и гладкоствольные ружья. То есть ассортимент довольно широкий, как гладкоствольные, как итальянские ружья, российские, так и турецкие ружья. Среди нарезных у нас представлены российские ружья, то есть это модели Тигр, Вепрь или какие-то остальные ружья. В городе у нас немало магазинов оружейных. А чем ваш салон оружейный может отличаться, что ли? И какая-нибудь изюминка у вас есть? Насчет изюминки, то, что можно выделить. Большой ассортимент именно турецких ружей. А планы на будущее у вас какие будут? Если говорить о планах на будущее, то планируем открыть свой собственный тир, то есть чтобы покупатели, которые приобретали у нас ружья, могли их проверить в нашем же тире и не усомниться в их надежности. Ребята, наконец-то в Якутске появится второй тир, где можно сразу настрелять какое-нибудь оружие. Очень большой выбор боеприпасов в магазине Охотный двор. Дробь на нарезные, наши отечественные и еще импортных тоже много. Я недавно себе купил охотника и стандартный. Здесь в магазине есть, в оружейном салоне, очень хорошо доступные витрины. Можно с близкого расстояния все рассматривать. Есть еще смотровой стол, где вам сразу покажут, почистят. То, что есть такой плюс, можно выделить, что витрина в нашем магазине не отдаляется от человека, то есть человек может спокойно подойти и посмотреть интересующее его ружье. Например, в некоторых магазинах между человеком и витриной, где установлено ружье, есть какое-то определенное расстояние, там метр, а то и 1,5. То есть человеку довольно неудобно смотреть ружье, он его не видит вблизи А тут все ружья он сможет посмотреть вблизи, рассмотреть их, какое оружие интересует. То есть довольно удобно. То есть тут вот стою, все видно, не задаю лишних вопросов насчет калибра, того иного. Тут все видно, все доступно. Но главное иметь, конечно, лицензию. Без лицензии на покупку вам в руки не дадут в любом салоне. В магазине еще имеется очень много аксессуаров для ружей на любой вкус и цвет. Оружейный салон здесь находится на 2-м этаже. Спустимся на 1-й этаж. На 1-м этаже все для рыбалки, все для охоты, все для активного отдыха и туризма. Сейчас посмотрим. Так, зайдем сейчас в 1-й отдел. Мы тут видим зеркальный скородок, лодки ПВХ, одежда для охоты. Да, то есть в первом отделе представлена более такая, можно сказать,
по типу доступной одежды, то есть российского производства, но также и камуфлированные костюмы, однотонные, вот, российского производства от компании Huntsman. Есть также местные костюмы. Костюм Якутия до минус 45, то есть вот идеально подойдет для охоты или для зимней рыбалки. Местное производство? Нет, я неправильно выразился, то, что Якутия называется. Так для российского Якутии, производства да? костюм, да. Ага. Тут вся мечта рыбака. Мечтать можно долго. Кстати, оружейные сейфы любого размера. Спустились, купили ружье, спустились и тут же приобрели для него сейф. Ага. Как бы все рядом, все практически в одном месте. И ружья, и сейфы, и все, что нужно. Товары для зимней рыбалки, обувь для охоты, спальные мешки. А спальные мешки российские, да, у вас? Да, тут все российские спальные мешки в основном. Заходим во второй салон. Здесь что у нас? Ну, тут также костюмы вот есть зимние для охоты как российского производства, так и уже американских компаний. Как бы каждый отдел отличается своим ценовым диапазоном, можно сказать. Тут уже костюмы компаний, таких компаний, как Тритон, Новотекс, вот, более такие компании. И также из обуви представлены баффины до минус 70, до минус 100 градусов. То есть... Минус 100, можно в космос сразу полететь. Ну да, можно так сказать. Оптические прицелы, коллиматоры, приклады, кронштейны, магазины дополнительные. Подствольные фонари, фотоловушки, тактические очки. То есть практически все, что нужно для подготовки к охоте. Ну и последний отдел такой. Вот, в нем представлена в основном одежда от компании Remington. И также есть одежда от компании Sitka. Большой выбор обуви для охоты, для ходьбы, для повседневной носки. И также большой выбор сапог из Эвы. До минус 70 градусов, до минус 45. То есть на любой выбор, как для охоты, так и для зимней рыбалки. А у вас сети рыболовные продаются? Да, в первом отделе были. Ну там уже то, что осталось, уже за лето разобрали. А так были и финские, и обычные сети. А чучела? Да, чучела вот, когда ближе к сезону охоты начинается, то есть разных компаний. Northway, Green Hit, Sportplast. Если клиенты, если выбирают долго, вот, может присесть, выпить кофе или чай. В магазине есть такой удобный диванчик. Можно посидеть, отдохнуть, отдышаться, подумать еще насчет калибра, насчет выбора, попить чайку, успокоиться и еще второй заход делать. Можно весь день тут находиться. Чистый кайф, рай для охотника. Мотор южнокорейской компании Микацу, то есть разных мощностей от 3,5 вот, до 9,9, то есть 3,5, 4, 5, 8 и 9,9. То есть на любой выбор, на любую лодку. Как от маленьких двухместных, так и для довольно больших, грузоподъемностью до 400 килограмм. Здесь оружейный салон. Было официальное открытие 28 сентября. Жаль, я не успел. Там был розыгрыш. Суперприз был сертификат на 30 тысяч на покупку оружия. Вот такой у нас получился краткий обзор магазина. Приходить покупать или нет, выбор каждого. Сами делайте выбор. По мне, магазин очень классный.
Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Охота в Якутии. Всем пока.